В Якутии специализированную помощь пациентам с онкологией начали оказывать с 1950 года. Тогда онкологический диспансер размещался в старом здании бывших яслей, а на лечение и обследование больных было выделено 25 коек. Затем были переезды в так называемые малосемейки и корпуса, разбросанные в разных районах города. Строительство единого медицинского центра, который будет оказывать помощь пациентам с онкологией, стартовало в 2017 году. И вот спустя почти 7 лет строительства здание распахнуло свои двери. Я буквально в субботу разговаривал с министром здравоохранения России Михаилом Борисовичем Мурашко. Он еще раз поблагодарил всех тех, кто участвовал в создании этого замечательного центра. Еще раз выразил уверенность в том, что онкологическая служба Якутии, получив такое здание, конечно же, сделает колоссальный рывок вперед. Участие в открытии по видеосвязи принял президент России Владимир Путин, отметив, что это еще один шаг к повышению доступности и эффективности такой помощи. Главная задача, конечно же, сделать этот центр не только красивым, но и высокотехнологичным, передовым для нашей республики, для наших жителей, чтобы наше население могло получать высококвалифицированную медицинскую помощь по профилю онкологии, начиная от диагностики злокачественных опухолей, от самых сложных методов исследования, лабораторной диагностики, рентгенологических методов исследования до лечения, сложного хирургического лечения. С первых же дней после открытия стартовал прием пациентов. Это уже порядка 40 человек. Причем приезжают как пациенты из города, так и из разных районов республики. Все они отмечают высокий профессионализм врачей и передовое качество самого центра. Мы, жители Якутии, очень рады, что построили нам такой большой, просторный, светлый центр онкологии. И благодарны нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, нашему президенту Айсану Сергеевичу от жителей Якутии. Сегодня онкоцентр – это 8 операционных залов, стационар на 180 коек и поликлиника на 210 посещений в смену. В общем и целом 25 тысяч квадратных метров, оснащенных самым современным оборудованием. Всего в распоряжении врачей онкоцентра 1880 единиц самого высокотехнологического оборудования. Это и компьютерные томографы, и магнитно-резонансные установки, и ангиографические. Ну и даже самая настоящая жемчужина онкоцентра – вот этот 260-спектральный компьютерный томограф, аналогов которому нет на всем Дальнем Востоке. Этот аппарат позволяет выявить даже самые мелкие очаги заболевания. В течение месяца поэтапно в работу введут стационарное отделение. Однако онкодиспансер уже стал крупнейшим подобным медучреждением на Дальнем Востоке. А это значит, что теперь якутяне смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы региона. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск.